Скажите, пожалуйста, а вот у меня возник такой вопрос. Вы назвали таких мэтров изобразительного искусства в Гагаузии, как Дмитрий Савастин, Петр Влах. Я не знаю, может быть, меня кто-то из наших зрителей подправит, но мне кажется, что у нас в Гагаузии нет ни одного населенного пункта, в которых были бы улицы, названные именем этих людей, которые для Гагаузии сделали очень большой прорыв именно в изобразительном искусстве. Это должен был сделать табунщик. Как только образовалась автономия, табунщик должен был посоветоваться с интеллигенцией, потому что табунщик – это бюрократ, еще и бывшего Советского Союза. Партийная номенклатура, которая думает совсем другими, вы хотите сказать, материями? Методами. Мне кажется, табунщик даже и не понимал, что такое автономия. Он, наверное, думал, что он правит колхозом. Но скажите, именно при Георгии Табунщике, я повторюсь, в этой студии была создана картинная галерея. На 5-м этаже. Картинные галереи тоже не нехорошо, создаются. То есть создана плохо? Картинные галереи не создаются на 5-м этаже. Картинные галереи создаются на 1-м этаже. Вот потому что картинная галерея не создается на 5-м этаже, табунщиком она была создана на 5-м, а другими башканами нигде не была создана. Но Ирина Влах очень хорошо использовала издание театра тоже у Гагаузии для своих еще личных нет. целей. Минуточку, я сейчас вам расскажу историю про эту галерею. 2017 А про улицы, может быть, сначала завершим про вопрос улицы. с улицами? Да. Значит, давайте про улицы. Не было программы вместе с молдавским правительством, вот как Молдова меняла улицы, вот, мы должны были сразу взяться, вклиниться в эту программму Тенденцию, и поменять все улицы.